Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами вновь «Вечерний чай», его ведущий Багаев Зелимхан. Наш сегодняшний гость – это Абхадов Муса Рукманович, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Чеченской Республики, заслуженный деятель науки Чеченской Республики, почетный работник высшего образования Российской Федерации. Добрый вечер, Муса. Огромное спасибо, нашли время. А вообще напряженно дни проходят? Сейчас, особенно с марта месяца, очень напряженно. Да и, собственно, несколько последних лет, вот с 2019 года, тоже очень напряженно, потому что мы, в принципе, вот все такие вот наши языковеды, которые занимаются чеченским языком, они с 2019 года плотно заняты чеченской орфографией, составлением большого орфографического словаря чеченского языка. И сейчас уже на основе той новой, подправленной орфографии мы занимаемся, в общем-то, подготовкой новой серии учебников чеченского языка для школ республики с 1 по 11 класс. А вот вы говорите орфографический словарь. Да, да. Большой орфографический словарь, где будет все. Все, что касаемо чеченского языка. Ну, почти все, потому что все нигде невозможно. А вот через 20 лет нынешнее ваше все, что вы вкладываете в это, оно устареет, то есть вы говорите почти все. Через 25 лет? И через 50 лет, и через 100 лет оно не устареет, в принципе. Оно просто будет нуждаться в дополнении его новыми словами, новыми понятиями, реалиями, которые возникнут в языке, в жизни чеченского народа. А в чеченском языке, вот применительно к русскому языку, я еще имею представление, понятие норма. Вот помните, как кофе, мужской род, средний род, а в чеченском языке понятие норма существует, и как это в чеченском варианте расставить акценты? Если это вообще есть в чеченском языке. В чеченском языке тем более это есть, потому что вот древнеписьменный, старописьменный русский язык, нормы которого складывались в течение 1000 с лишним лет, и нормы чеченского языка, вот особенно с точки зрения нынешней письменности, которой на следующий год будет 85 лет всего лишь, и причем все, если учесть все события в жизни чеченского народа, которые в течение этого времени произошли, они, конечно, эта проблема актуальна, особенно для нас, потому что нормы, они не успели сложиться, утвердиться в полной мере, и ряд факторов от проживания, допустим, чеченского населения в различных районах, особенно до выселения, и в первые десятилетия после возвращения. И вот в связи с этим наблюдается какое-то перетягивание каната в плане норм чеченского языка. Несмотря на маленькую территорию и относительно невысокую численность населения чеченского народа, у нас есть 7-8 диалектов. И каждый представитель этого диалекта, в принципе, в основном считает, что именно его норма самая... А вот литературный чеченский язык, от какого диалекта чеченского, если это существует, допустим? Конечно, существует. Литературный чеченский язык существует, иначе бы невозможно было издавать литературу на нем. И вот эта литературная письменная норма, она складывалась на основе плоскостного диалекта чеченского языка. А если локацию географически просто обозначить нашим телезрителям, если я не знаю? Вся плоскость, кроме нескольких горных районов. Вся плоскость. Исключая и Тумкалинский, Шатойский, Шаройский, Галанчожский, там именно. И вся остальная плоскость, начиная с Нажиюрта и кончая Ачхой-Мартаном и Серноводским районом, это и есть плоскость, включая и Притеричи. То есть просто для меня это немного удивительно. Чеченская духовность, чеченскость – это горные районы, а язык, литература
Нет. Как тогда? Язык-то и диалекты, и плоскостная форма, то есть плоскостной диалект, и все формы противоречия, они составляют всецело вместе национальный чеченский язык. Национальный чеченский язык. Но вот какая-то форма из всех форм существования чеченского языка, то есть плоскостная, ну, как наиболее обширная и по численности говорящих, и по территории Это распространения, плоскость. да, плоскость. Поэтому она была принята за литературную норму. И это не нами сделано, это до нас сделано еще в начале и в конце XIX, и в начале XX века, и особенно в советское время, начальное десятилетие. А может быть, с некой долей условности, самый образцовый, ну не самый, но просто образцовый чеченский язык в исполнении наших писателей. Ну, пусть это будет от начала XX века. Что может служить образцом? Я понимаю, все растет, развивается, но что можно хотя бы условно назвать? Вот прекрасные образцы чеченского литературного языка – это Саид Бадуев, это Арби Мамакаев, это Магомед Мамакаев, это Халид Ашаев, это Саидбей Арсанов. И вот целая плеяда этих писателей, которые творили, создавали свои произведения именно они на чеченском писали. На чеченском писали. То, что я читал, допустим, некоторых, это переводы были. Это перевод. Ну, Саидбей Арсанов издавал свой роман на русском, потом он был переведен на чеченский язык. А остальные они писали на чеченском. Вот я готовился к встрече с вами, я прочитал следующее, что если не использовать язык массово постоянно, он забывается. То есть если массы не используют язык, но массы состоят из конкретных представителей данного этноса. Вот как здесь? Да, очень просто. Если, допустим, лопата стоит, ею не работает, она ржавеет. Топор тоже самое. Какой пример классный. То есть язык – это та же лопата, в хорошем смысле, которой надо… Пользоваться надо, использовать надо, и тогда этот язык развивается, и в нем создаются какие-то новые формы, новые слова, возникают новые понятия, структуры, например, словосочетания. Так вот, именно его обязательно надо использовать, чтобы он не заржавел, в общем-то, извините вот за этот термин. Утерянные какие-то пласты чеченской лексики, это вообще это данность нашего времени? Вот что-то теряется? Много теряется, и не только у нас, и не только в нашем языке теряется. Они во всех языках. Вот условия жизни меняются, так, и те реалии, которые наиболее востребованы на данный период состояния общества, они, допустим, используются активно. А те пласты, с которыми человек встречается реже, они постепенно уходят в пассивный запас, пассивный словарный запас. Например, вот сейчас чеченцы не занимаются землепашеством, то есть не используют лошадей, при этом валов не используют, там, не возят дрова из леса на подводах там, и так далее. Естественно, та лексика, которая связана с этой сферой, она забывается. То есть, это, наверное, не может быть оправданием того, что эти слова вообще умрут. Нет, они не умрут, если эти слова будут как раз зафиксированы в письменных источниках, в словарях, в письменных произведениях там, и так далее. Конечно, есть же много словарей разного типа. Есть учебники, допустим, лексикологии, где изучаются и новые слова, и устаревшие слова. И вот там они как раз повторяются. И для всяких человек, специалист, студент, школьник, который обучается чеченскому языку, он через это проходит, он полностью это не забывает. А вот, я часто
выхожу между нашими двумя проспектами центральными, это Путина и Эсамбаева, и там очень много молодежи. И вот они общаются, и это какой-то странный, это суржик, по-моему, называется. То есть это разный набор, это лексика, этот синтаксис, он вбирает в себя и русский, и английский, и какие-то латинские, ну, а это как может отразиться на литературном чеченском языке? Конечно, вот реалии, в которых мы сейчас живем, они не могут не отражаться, они отражаются. Проблема иногда упирается в то, насколько хорошо мы его преподаем, этот язык, насколько хорошо его усваивают наши учащиеся, студенты. И, допустим, в этих условиях, когда мы свободно владеем и русским языком, и чеченским языком, ну, плюс еще и дополнительные языки, и арабский, и английский, допустим, так, там вот эта речь такая смешанная, она в социолингвистике, то есть в науке называется винегретная речь. Это официальный термин. Термин официальный, винегретная, то есть смешанная речь. Конечно, это не украшает язык, не содействует, допустим, его красоте, там, художественности и так далее. Но это реалии. И, естественно, насколько возможно, от этого надо уходить. Но если получится, конечно. А человеку вообще в языке и с точки зрения мыслительных способностей свойственно не задумываться о том, какими словами он выражает свою мысль. Он автоматически высказывает то, как ему легче, с наименьшими затратами энергетическими для себя, умственными в данном случае. Поэтому так получается. Но стоит, особенно в учебном процессе, обратить внимание на то, как мы говорим. Вот очень один-два раза студентам, например, в вузовской системе сказать: а давайте проследим за своей речью. Как я сейчас скажу, как вы скажете, и запишем то, как мы говорим. И им сразу: о, Боже мой, как я говорю, оказывается, не на русском, не в чеченском. Поэтому вот это очень важно вот, обращать внимание. Это недостаток, это не красит нашу речь, вот этот смешанный язык. Вот вы прямо сорвали с моего языка вопрос. Вот они у меня записаны, я заранее готовился. Конкретно вокруг вас люди часто говорят неправильно на чеченском языке, и какова ваша реакция? И следующие, какие, если сгруппировать, допустим, наиболее частые ошибки чеченского словоупотребления, а что чаще всего? Чаще всего, вот я этим вопросом слегка занимался, так, и там по частям речи, допустим, по существительным, там, по глаголам и так далее, вот какие-то проценты я вот вычислял, сколько, вероятность употребления вот этих иноязычных элементов чеченской речи. Ну, естественно, больше всего это имена существительные. Это те реалии, с которыми мы непосредственно очень часто сталкиваемся. Вот эти названия. Часто они возникают у нас в речи. Потом есть целый пласт слов, которые вот являются словосочетаниями. Есть вот, ну, допустим, входит одно словечко, так сказать, извините, вот, в моду, и его повторяют. И вот если вы заметили, часто все говорят, вот телефон по телефону переговорил, и прерываешь разговор, ну давай. На чеченском поговорил, ну давай тогда, вот, и так далее. Или, короче говоря, вот часто это. Вот такие словосочетания, некоторые имена существительные, реже прилагательные наречия тоже встречаются. Они проскальзывают в чеченскую речь. Они часто... Но есть, вот, допустим, глаголы. Глаголы всегда сопровождаются добавлением, допустим, русского глагола. Вот я помню, в 2019 году, вот я в Москве был, я не к тому, что я был в Москве на конференции, просто на этой конференции мне задали такой вопрос. Большая конференция
по языкам репрессированных народов там, и так далее. Это в Институте языкознания Российской академии наук. В 2019 году, в ноябре она состоялась. Ну, там и Крым рассматривался тоже. И вот присутствовавшим там было интересно, а ваши русские, которые жили с вами в республике, они хорошо знали чеченский язык? Ну, я говорю, я могу цифры привести. Например, по последней всесоюзной переписи 1989 года о том, что они свободно владеют чеченским языком, заявили 925 представителей русского народа. Свободно владеют. Ну, конечно, это для чеченцев. Я хотел это спросить, большая это много или это средний показатель, или это мало, или... Это, вот если на публику так сказать, это много. Вот почти 1000 русских свободно говорят. Но мы же привыкли к тому, что мы вот особо приветливо, хорошо относимся к тем, кто владеет нашим языком. Вот с этой точки зрения это немало, 900. Но если учесть, сколько их было всего, сколько русского населения, наших чеченских русских было у нас, так, то это 0,3%. Всего. Да, это около, ну, из 294 тысяч это 0,3%, 925 человек в этом плане. И вот они спрашивают, а почему, вот, проживая десятки лет с вами, они вот массово не владели чеченским языком? Ну, и я им, хорошо, я говорю, я вам сейчас одно предложение приведу, и вы потом сами будете судить, почему. И вот это предложение вот такое. Во вторник на 6 вечера встречу назначить ела. И вот, а там одно слово, чеченское. Мы считаем, что мы говорим на чеченском ела, то есть а все остальное во вторник на 6 вечера встреча назначить, все это русское. Я говорю, при такой чеченской речи, если у русских, была ли у русских потребность в том, чтобы вот из-за непонимания пытаться изучить его. Мы же говорили, и так понятно, то есть все без перевода понятно. Этот фактор тоже влиял. Ну и там, естественно, другой фактор, что основная масса русского населения проживала в Грозном, а чеченское население, 80%, оно проживало даже больше в сельской местности. То есть какое-то относительно изолированное сосуществование у нас было. Поэтому вот эти факторы с точки зрения социолингвистики не воздействовали на то, чтобы они пытались усвоить его. Тем более, когда язык образования, школьный язык, это сугубо русский язык. Муса, вот если говорить о конференциях, я знаю, что вот буквально у вас чемоданное настроение, и вы готовитесь принять участие в конференции, которая должна пройти в Москве. Это вот прямо сейчас, с пылу с жару. Просто удивительно. Вы сказали, она под эгидой ЮНЕСКО проходит. Ну, мы знаем, что происходит в мире, санкции, все. И вдруг под эгидой ЮНЕСКО собирается конференция в Москве, где вы примете участие. И все будет о языках опять. Да. Пожалуйста, подробности. Вот эта конференция, она, ну так сказать, можно в таком масштабе проводится, наверное, у нас впервые в Москве. Хотя и до того в некоторых регионах в каком-то, может быть, не таком крупном масштабе такие конференции проводились. И в октябре прошлого года вот Российский комитет ЮНЕСКО проводил приблизительно вот такую конференцию, не международную, а, можно сказать, нашу российскую, межрегиональную, у нас в Грозном. Она проходила с участием председателя Российского комитета ЮНЕСКО Евгения Ивановича Кузьмина, его заместителя Бакейкина Сергея Дмитриевича, с нашим участием, наших языковедов. И в декабре еще одна такая конференция в прошлом году состоялась в Москве, но не такого масштаба. А сейчас в рамках десятилетия языков коренных народов мира
которая объявлена по линии ООН, ЮНЕСКО с 22 по 32 год. Вот эта конференция состоится в Москве, и там участвуют 45 стран мира. У нас есть программа этой конференции, мы ее получили. И охват территории огромный, то есть это от Соединенных Штатов Америки, Японии, Южноафриканской республики и до Латинской Америки. А лейтмотив, на что нанизано, на какую проблему? Вот такое огромное количество континентов, участников. Вот как раз проблема сохранения языков, особенно малых языков мира, прочувствовать, то есть проконсультироваться, принять какие-то общие меры к тому, чтобы языки малых народов не исчезали. То есть поиск путей выхода. Совершенно верно. То есть сохранение и развитие как можно дольше языков малых народов мира. И все вот этот термин сам «малые языки народов мира», он относительный тоже, потому что, допустим, у нас в республике, допустим, приблизительно 1 миллиона чеченцев, письменный язык, литература в школе преподается, в вузах изучается, средства массовой информации на нем действуют, художественная литература издается, союз писателей действует. Ну и, например, в Индии есть язык, носители которого составляют 15 миллионов человек, он бесписьменный. Вот в этом плане все относительно, и в плане заботы о сохранении языков, и в плане того, насколько они себя комфортно чувствуют. И когда мы иногда недовольны тем, что вот у нас, допустим, мало внимания уделяется, вот там чеченский язык где-то, что-то там забывается. Есть страны, где вообще на языки других малых народов вообще никакого внимания не обращается. Поэтому мы не можем сказать, что мы самые страдающие. Язык в любом случае, язык безотносительно чеченский, русский, еще какой-то, это маркер этнической идентичности. Естественно, естественно. Конечно, язык народа – это код, это его код, то есть это выразитель всех его понятий, ну, как сейчас модно говорить, концептов, так? То есть что такое духовность, что такое родина, что такое счастье, мир, дружба, братство, враг, друг и так далее. Все эти понятия, которыми мы непосредственно руководствуемся в своей жизни, все они выражаются, естественно, через язык. И в этом плане это очень актуально. А вот, опять же, я говорю, я готовился к встрече с вами, Муса, и я для себя узнал 2 новых термина. Это миноритарный язык и мажоритарный язык. Миноритарный язык – это язык национального меньшинства, и мажоритарный язык – это язык государственного управления, международной деятельности, науки, высшего образования. Да, чеченский язык, вот между этими 2 терминами. Он как раз вот между этими 2 терминами, чеченский язык. Вот мы возмущались тем, что в ЮНЕСКО чеченский язык отнесли к языкам вымирающим, больным, слабым и так далее. Так? И вот когда они в прошлом году были здесь, представители ЮНЕСКО, Российского комитета ЮНЕСКО, они, оказывается, просто выходили по городу, там в магазины заглядывали, где-то в школы там, и так далее, и они прислушивались, как вот говорят наши чеченцы на чеченском или не говорят. Но они же и в других регионах бывали. И они нам сказали, вы этот язык можете сами исключить из этого списка, потому что ваши люди на вашем языке разговаривают активно. То есть, мы-то знаем, что это далеко не идеальное состояние у нас сейчас, так? Но в любом случае наш регион отличается от многих тех народов, где полностью язык почти был на грани срыва, например, калмыцкий, осетинский, и где сейчас они просто возрождают свои языки.
Наш-то вот сохранился, слава богу. А вот в этой конференции московской под эгидой ЮНЕСКО кто еще представляет Россию? У кого есть некие проблемы языковые? Ну, насколько я помню, достаточно благоприятная ситуация сейчас. Она, в принципе, во всех субъектах, которые заинтересованы сами в сохранении своих языков. Вот чем сейчас нынешняя языковая ситуация в стране отличается от советского периода? В то время все было централизовано. Все буквально так. На все надо было спрашивать разрешение в Москве. И политика советского периода, она, начиная с июня 1956 года, была направлена, нацелена на свертывание функций языков народов второй группы, то есть языков народов автономии. И, извините, вот с точки зрения науки, вот эта постановка была достаточно, ну, мягко говоря, бессовестной. Почему? Потому что вот как это обосновывалось, что языки народов второй группы, то есть автономии в нынешних, то есть в тех советских условиях, перестали отвечать потребностям народов, их носителей, и поэтому функции этих языков надо сокращать. Ряд академиков Советской академии в то время, они противились, но установка была сверху, естественно, она прошла. Из 1956 года функции языков народов автономии, они постепенно сокращались. Пример я могу привести вот на основе издания литературы на языках народов. Ну, например, на чеченском, ингушском. Республика была одна в советское время. Вот если в 1940 году на чеченском, ингушском языках было издано 154 книги, ну, книги и брошюры, 154 книги, и общий их тираж составлял, если я правильно помню, 673 тысячи экземпляров, то постепенно в 60-м, например, уже 96 книг, в 70-м, например, 54 книги, а в 80-м году 37 книг. То есть в 40-м было издано в 4 раза больше литературы на чеченском и ингушском, чем в 80-м году. В 4 раза. И вот эта цифра шла постепенно вниз. И по другим языкам автономии то же самое происходило. То есть я хотел сказать, вот если тогда была такая политика, сверху централизованная, то сейчас много прав отдано самим субъектам. Сейчас в той мере, как тогда, мы не можем обвинять федеральный центр, потому что если мы сами, как у нас, например, в республике, хотим делать все, что связано с сохранением и развитием чеченского, то нам такие возможности, в принципе, даны. Ну, гораздо больше, чем раньше, по крайней мере. И поэтому в других субъектах тоже. Вот вы задали вопрос, я его еще не упустил. Татарстан хорошо идет, Чувашия, Алтай, наша республика. Наша республика, например, первая в стране выполнила новые учебники по чеченскому языку в соответствии с российскими новыми государственными стандартами. Первая в стране, несмотря на то, что у нас очень мало языковедов. Первые учебники, целая линия. Сейчас нельзя, как раньше, допустим, для одного класса один написал автор, для другого другой. Вот целая линия для начальных классов, один коллектив авторский, для средних классов еще один, для старших может быть другой. Но человек должен представить целую линию с 5 по 9 класс, с 1 по 4 класс. И вот эти учебники Салтаханова для начальной школы, они были первыми в стране, изданными по новым стандартам. Об этом говорила бытность свою министром образования и науки России Васильева. Она отмечала это перед Путиным, кстати. Поэтому в этом плане мы впереди. И сейчас я хочу добавить, что вот сейчас наша работа над этими новыми учебниками находится под неустанным контролем министра образования и науки республики Даева Хошбауди Буаровича. Регулярно и мы, и издательство перед ним
отчитываемся о том, что мы сейчас на этой стадии делаем. Область ваших научных интересов, я как прочитал, вот я говорю, это социальная лингвистика, лексикология, диалектология чеченского языка. А вот компьютерная лингвистика, как-то вы соприкасаетесь, что это такое? Компьютерная лингвистика – это, конечно, очень перспективное направление. Я мало с этим соприкасаюсь, ну, поскольку так. Но у нас есть в Академии наук отдел семиотики. Ага, вот я об этом, к этому и веду. И сейчас и Академия наук, ну, эти люди, видите, у нас нехватка специалистов. И они параллельно работают и в Институте чеченского языка, и в Академии наук Чеченской Республики. И сейчас эта группа людей очень успешно занимается именно компьютеризацией, то есть вводом чеченского языка в компьютерные сети. И у нас эта работа продвигается, ну, относительно успешно. Я почему говорю относительно? Потому что, например, в Татарстане есть целый институт семиотики, институт целый, а у нас только отдел небольшой, группа. Поэтому у нас не только, я не хочу кого-то обвинять, просто у нас и специалистов мало, людей мало конкретно. Вот вы работаете в университете, вы Да. готовите поколение будущих ученых. Компьютерной подготовки, к сожалению, у нас там нет, именно с лингвистической. Вот при составлении словаря мы ощутили, насколько это актуально и насколько сейчас успех работы и скорость выполнения работы зависит от компьютеризации. А кто вас привел в науку? Вот в эту науку, в чеченский язык. Вы, по-моему, учились, я вот прочитал в контексте Дашириев Юнус. Да, и я, ну, привел-то не он меня туда. Банально, знаете, если сказать, что вот я всю жизнь мечтал там и так далее, да нет. В школе я об этом не мечтал, юристом хотел стать, но вот когда в то время надо было уехать куда-то там в другой город, Москву, Ростов, у нас не было такого факультета, и просто дома меня не пустили. Я поступил сюда на ИСТФИЛФАК, на филологию. Ну и там этот интерес у меня тоже относительно зародился, в общем-то. Ваша жизнь начиналась в Казахстане. Да, естественно. Вот вам вопрос. Например, вы билингв, даже, может быть, мультилингв, казахский язык вы... К сожалению, ну, раньше я так вот немножко понимал и так далее. Я родился в Алма-Ате и учился некоторое время в алматинских школах, в 13-й, 37-й школе. У нас в классе был один казах, Секен его звали, а все остальные учащиеся, они были русские, немцы, корейцы, нас двое, наверное, чеченцев. греки. Корейцы тоже были были, немцев много было, Много, где и русские были в Алма-Ате, а казахов не было, почти не было. Вот казахский язык хорошо освоили те, кто в селах проживал. Там, как правило, и обучение шло на казахском языке. У нас оно было на русском языке в Алма-Ате. А вот, кстати, если сейчас сместить акцент на нашу родную республику, вот чеченское село и чеченский город, хотя у меня чеченский город – это один Грозный только, с чеченским языком и там, и здесь, на городском асфальте и на чеченской почве где-нибудь в селе. Там языки как-то дифференцируются или что там происходит? Вот, Где богаче, где более в селе. в селе? В селе богаче, язык богаче в селе. Сейчас, правда, мы смешались, и село, и город, так, но сохранение чеченского языка в советское время во многом оно зависело от нашего села, потому что 80% чеченского населения проживали в селе, как правило, компактно, и незначительная часть села, то есть чеченского населения, в городе Грозном. Например, в Грозном в 1979, например, году чеченцы составляли 24% населения, русские 60%, еще 11% русскоязычные, то есть 71% населения Грозного был русскоязычным, 29% чеченцы-ингуши. И при том, когда в образовательной сфере полностью языком обучения являлся русский язык, вот, город содействовал постепенному
вытеснению чеченского языка. Вот благодаря тому, что основная масса чеченского населения проживала в селе, он и сохранился в такой форме. Мне так кажется. Муса, вот если все до самого простого синтаксиса, как сказать, свести, языковая ситуация, чеченская языковая ситуация, самый простой ответ, что вас печалит и что вас радует? Вот последние 20 послевоенных лет. Меня, в принципе, радует то, что мы имеем возможность развивать и сохранять свой язык в гораздо большей степени, чем в советское время. То есть сейчас, если у нас будут проблемы в этом плане, то мы можем винить только себя. Нам никто не запрещает сохранять и развивать чеченский язык. Это одна сторона, это позитивная, положительная. Но что печалит и что, вот, допустим, когда уже самому немало лет, вот, думаешь о каких-то других вещах, не о том, что 18, там, 30 лет. Очень малый контингент научных работников. Очень мало у нас ученых. У нас и в советское время их было очень мало относительно. Мы среди всех народов национальных автономий занимали по научным кадрам последнее место. И мы в среднем от всех отставали в 5 раз, в среднем. Мы, например, от осетин отставали в 11 раз, от бурятов в 12 раз, от балкарцев в 8 раз. Но в среднем от всех в 5 раз. До сих пор эта проблема сохраняется, к сожалению. А я думал, здесь будут какие-то победные реляции, потому что я выписал, что под вашим руководством, но это на определенный год, 14 диссертаций кандидатов наук. Да, это есть. 14 Все-таки наших кандидатов. Да, будущее есть? Есть интерес у людей, есть и перспектива какая-то, есть и аспирантура у нас своя, раньше ее не было. Ну и, слава богу, есть у нас еще диссертационный совет в Чеченском госуниверситете, где можно защищать и кандидатские, и докторские диссертации. Поэтому вот в этом плане условия для нас созданы. И вот проблема в том, что, допустим, в аспирантуре, извините за эту банальность, чрезмерно маленькая стипендия, это не от нас зависит, это по стране так. Молодые ребята, люди, то есть мужское население, они не могут активно заниматься этой работой, потому что им где-то семью кормить приходится, то есть на эту стипендию реально не проживешь. Идут в основном девушки туда, вот, в аспирантуру. И вот эта сторона, она вот как-то пока что нас гнетет немножко. Последний самый вопрос. А действительно, юноша или девушка, у кого предрасположенность к более качественному изучению, погружению в язык? А этого нет? Есть. В целом, да, конечно, есть такая дифференциация. В целом есть. Конечно, мужчина. Ну и с точки зрения психологии, высшей нервной деятельности и так далее, мозг-то и у женщин, и у мужчин по-разному устроен. И мы не хотим ни в коей мере, просто у них больше говорят извилин, чем у мужчин, но они вот в другом каком-то направлении. Ну и если учитывать... Должны реализовать себя, да? Другие, допустим, аспекты жизни, вот уход за семьей, за детьми и так далее, то там женщины более заняты, и они часто отлучаются от этой работы. А мужчина все-таки, он более стабилен и более надежен. Совершенно незаметно время наше завершается, но у вас есть 60 секунд, это ваша камера, это ваше время, все, что хотите. Я бы хотел пожелать нашей республике и нашей стране мирного неба, процветания нам всем. Я бы хотел, чтобы мы перестали говорить о какой-то толерантности, как теперь это часто мы слышим, и вернули бы былой термин «братство и дружба народов нашей страны».
и в нашей республике, и нашей страны. Вот этого я желаю нам всем. Вы знаете, смысл был во всем, что вы говорили, но эту передачу нужно было сделать хотя бы из-за той фразы, которой вы завершили наш разговор. Вам огромное спасибо. Вам, уважаемые телезрители, напоминаю, у нас в гостях был Абхадов Муса Рукманович, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Чеченской Республики, заслуженный деятель науки Чеченской Республики, почетный работник высшего образования Российской Федерации. Спасибо вам, удачи. Вам спасибо.